Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрый Гурневіч у Празе. Сёння мой гость, украінскі журналіст Аркадзь Бабченко. Мы сёння пагаворым пра розавых поні. Это такі мем, які ўзнік пасля некаторых пастоў Аркадзія пра беларускую рэвалюцыю, пра беларускі пратэст. Здравствуйте, Аркадий. Добрый день. Наверное, много раз вы икали, потому что мы в своих передачах на Радио Свобода, по крайней мере, я с своими гостями очень часто вспоминал про розовых пони. Скажите, как вы вот сейчас смотрите на события в Беларуси? Это все еще розовые пони или они немножко меняют цвет уже? Нет, смотрите, я бы не хотел говорить, что розовые пони – это такая прям негативная уж коннотация, да, потому что понятно, что никакой человек, вот живет себе человек, да, сегодня у него все хорошо, все замечательно, а завтра он вдруг выходит, берет в руки автомат и начинает там стрелять в ОМОН. Такого не бывает, да, люди должны дойти до того, чтобы начать оказывать там сопротивление насилию, используя то же самое насилие, да, потому что по-другому не бывает. Это обычный нормальный путь, его проходят все и всегда, то есть это психологическое дозревание, оно должно быть, оно ниоткуда не берется. Невозможно взять и заставить человека вот так вот бросить свою нормальную жизнь и пойти там жечь покрышки и там погибать на баррикадах, этого не бывает. Поэтому я-то этот термин использую только в том смысле, что, ребят, ну смотрите, ну было уже все, да, вот было два сценария, был сценарий российский, где 2 года ходили активно с шариками по проспектам, я сам ходил, да, махал этими шариками. Вы имеете в виду Болотную, да? Болотную, да, где вот они сейчас уже там, какой юбилей у них, 116-й или 118-й день протестов против Фургала, где они ходят, да, видно, что это не ведет ни к чему. В таких диктатурах, в таких режимах просто мирные протесты, они не приводят ни к чему, да. И был пример Украины, Майдана, где тоже 3 месяца люди, в общем-то, дозревали, да, где тоже сначала начиналось все довольно мирно, но просто надо осознать, что либо будет драка, либо будет проигрыш, по-другому просто никак не бывает. Вот и все. И то, что вчера происходило в Беларуси, я вижу, что люди уже начинают вытаскивать хоть какие-то покрышки. Понятно, что это еще не Майданы, не баррикады, но уже хотя бы вот начинают вытаскивать какие-то покрышки, начинают их поджигать. И я вижу, что осознание того, что просто мирными шествиями, делая вот так вот сердечко в Инстаграме, такую диктатуру не скинуть, да, потому что лукашенковская диктатура, я считаю, что она даже еще более диктаторская, чем путинская. Она укреплялась больше, потому что у Путина там хоть кто-то есть, не знаю, там хоть какой-то Сечин, или он Навальному там до последнего времени позволяли существовать, да. Лукашенко же вокруг себя выжигал вообще абсолютно все, там просто все напалмом выжжено, да. И он укреплялся 26 лет, и этот человек вообще ни перед чем не остановится. И что касается мирных протестов, я еще вот что хочу сказать. Нет такой дилеммы. Либо только ходим с шариками, либо сразу начинаем стрелять в ОМОН и там поджигать его коктейлями Молотова. Нету вот это ложная дихотомия, да, потому что есть масса еще других вариантов. Если вот все почему-то любят приводить в пример мирные протесты Махатмы Ганди, ну, пожалуйста, Махатма Ганди – это не исполнение законов, это саботаж, это гражданское неповиновение, акции гражданского неповиновения, это забастовки, да, это блокирование государственных учреждений. То есть это, в общем-то, силовой протест, по большому счету, только без оружия. Так что есть еще масса всевозможных и других градаций между вот снимать ботинки на лавочке и делать коктейли Молотова. Просто надо понять, какой нужен, какой лучше, какой больше подходит, и уже плясать от этой печки. Смотрите, но Беларусь это не Соединенные Штаты Америки, там не разрешено оружие, его нету, скажем, в массовом доступе. Мы ни в коем случае вообще не призываем использовать оружие никогда. Это не наша миссия. Но, тем не менее, если мы это анализируем, в Америке мы видели демонстрации там, или там, против там, Трампа или за Трампа. Люди приходили просто во всем снаряжении, там, с оружием, там, не знаю, с бомбами, с чем-то там еще они ходили. Но в Украине тоже, мне кажется, намного больше единиц оружия у людей, чем в Беларуси. Не наивно ли думать, что вот с одной стороны есть государственная махина, у которой есть там ОМОН, милиция, спецслужбы, там КГБ, Альфа, все, плюс есть Путин, который может выслать какой-то специальный резерв, а против него идут люди, которые, ну, пока там, как вы говорите, там, с шариками или там просто танцы поют, хороводы возят,
но вот чем они будут, не знаю, отбиваться? То есть это не подставление или людей просто под эту силу, под избиение. Нет, теперь это не то, что наивно, теперь это провокативные провокации. Я не скажу такого, не дай бог, уже никогда, потому что ситуация, конечно, изменилась, и Путин не просто может, он точно ведет войска. Если в Украине начнется какая-нибудь мини-гражданская война, да, Путин туда войска ведет точно. Это Беларусь. без вариантов. В Беларуси, прошу прощения, конечно. И это уже без вариантов. И он дал это понять и сказал это напрямую, конечно, да, что у него резерв там готов. Но факт в том, что решающими были первые 2-3 дня, когда власть зашаталась, когда она была растеряна, вот тогда не надо было отступать. Понимаете, была совершена точно та же ошибка, что была совершена в Москве 11 декабря 2011 года, когда надо было идти на площадь Революции, на несанкционированный митинг, и там ставить бочки с кострами и тащить туда покрышки, а народ ушел на согласованный митинг, куда-то он там ушел, я уж не помню, по-моему, на ту же Болотную его и увели, да? Вот первые дни, они всегда решающие. Власть не понимает, что происходит, она растеряна, она зашаталась, силовики не знают, на чьей они стороне, они начинают выбирать, да? И вот первый шаг, он всегда решающий. Вот это будет шаг вперед, чтобы отвоевать какой-то плацдарм для себя, для следующего давления на власть, или шаг назад, и тогда плацдарм отвоевывает власть. Вот в Москве и в Минске, к сожалению, произошли шаг назад. Шаг назад был в Москве, и шаг назад был в Минске. Первые дни, они всегда решающие, поэтому именно я в первые дни этой игры с локти и там бился головой об стену. Ребята, посмотрите, мы все просрали, не делайте как мы, посмотрите на украинцев, начинайте делать как они, да. Потому что Майдан же, делать Майдан, это же не для того, чтобы просто сделать Майдан, да, не для того, чтобы сделать как в Украине. Майдан, он несет вполне себе логический смысл. И это периметр безопасности, на котором вы можете находиться в безопасности. И где могла бы находиться, не знаю, там Алексеевич, который сейчас не пришлось бы ей бежать в Германию, могла бы находиться Колесникова, которая была бы сейчас не в СИЗО КГБ, а там на Майдане, да, могли бы находиться все те люди, которые не попали на Окрестина, они бы держали этот периметр, куда просто физически не могли бы зайти силовики. Для этого, соответственно, нужны покрышки, для этого нужны баррикады. Это все логично, да. Это не значит, что сразу там прям начинается война, кровь и горящие танки. Но вот мне до черта жаль, что эти первые дни, конечно, были упущены, утеряны. И сейчас, чтобы вернуться на те позиции, которые были тогда, это будет стоить, конечно, гораздо больше сил. Посмотрите, ну вот вы помню, когда произошли события в Киргизстане, вы как раз утром написали «Доброе утро, белорусы», про то, что им удалось как бы за вечер. Ну, сейчас мы уже видим, что не удалось ничего за вечер, потому что там события еще идут. Но, тем не менее, это уже только третья революция, и уже который президент меняется, там кто-то сидит в тюрьме. То есть, как бы, но мы не видим тоже позитивного примера, и когда события разворачиваются немирным путем, и чтобы это как-то нормализировало ситуацию в стране. Ну, например, даже если говорить про Украину, и у белорусов есть много вопросов к Украине. То есть, как бы, да, они там власть-то изменили, но, тем не менее, они потеряли Крым, они потеряли там Донбасс, Луганский, Донецк. Частично реформы вроде бы проводят, но на практике мы не видим, чтобы это как-то монетизировалось, чтобы украинцы были довольны своей жизнью. Я уже не раз вспоминал про это в интервью, что в Украине уже много лет Лукашенко самый популярный политик, обгоняет Ангелу Меркель, европейского лидера, куда украинцы стремятся. Ну, я не знаю, насколько Лукашенко популярен сейчас. Раньше-то я думаю, что он был популярен. Пару месяцев назад был он номер один. Угу. Хорошо, окей. Так, давайте тогда по порядку. Что касается Киргизии, это, конечно, был троллинг, потому что в своем блоге я иногда могу и троллить. В Киргизии, по-моему, только 2 раза власть менялась без революции. Это Роза Тумбаева, и второй раз я не помню кто. Все остальные разы... она была таким, исполняющей обязанности. Ну да. Все остальные разы там, конечно, ну, примерно то, что сейчас происходит. Посадили президента, достали президента из тюрьмы, опять посадили президента в тюрьму. Это все произошло за 3 дня. Это, конечно, не говорит о том, что надо делать так, но это говорит о том, что в первую же ночь, точнее, небольшое количество людей, собравшихся, когда власти были рассеяны, могут за одну ночь прийти в парламент, сжечь парламент, затушить парламент, поменять власть, освободить президента бывшего, посадить президента бывшего, скинуть нынешнего. Да? Вот это вот все бурление. Это я к тому, насколько важны первые дни. Что касается всех остальных ваших вопросов,
Украине до того, чтобы быть довольным, еще очень далеко. Это не вопрос скинуть Януковича и посадить на его место Путина. Как точно так же не вопрос скинуть Лукашенко и посадить на его место Тихановскую, Колесникову, не знаю, Бабарика, Санникова, кого угодно. Да? Это вопрос национально-освободительной войны от империи. Вот Украина сейчас выходит от империи, отрывается с боями, с кровью, с потерями в течение 7 лет. Если у Беларуси будет другой вариант выйти мирно, дай бог. Да это просто только дай бог, да? Но Путин у власти пробудет еще лет 10, 15, 20. Это мужик с вполне себе нормальным здоровьем. Современная медицина достигла таких высот, что он и в 90 лет может там баллотироваться, да? Понятно, что пока в России будет Путин, Беларусь от империи оторваться безболезненно не сможет. Понятно, что варианта только два. Либо придется воевать за свою свободу и независимость, это вариант Украины, либо еще 10, 15, 20 лет вот так, как есть, Лукашенко во главе, но без войны. Выбор делать Беларуси. Смотрите, давайте поговорим как раз про Путина и про Россию. Почему, на ваш взгляд, Путин так уцепился за Лукашенко, помогает ему, если он видит, с одной стороны, что люди как бы не поддерживают уже Лукашенко как раньше, он потерял популярность, легитимность на Западе. Такое как бы сравнение, как использованный материал. Зачем им Путину? Вы мыслите с точки зрения разумного человека, логически мыслящего человека, да, и в этом ваша ошибка. Вам нужно мыслить с точки зрения психологии гопника. Путин Лукашенко ненавидит. За эти 20 лет Лукашенко ему выгрыз весь мозг, конечно же, да, и Путин его, безусловно, ненавидит. Но есть два момента. Первый момент. Лукашенко хоть и неприятный, но понятный ему диктатор, он предсказуем. Путин знает, что от него ожидать. За 20 лет он его уже понял и прочитал. А любой, кто придет на его место, будет что-то новое, что-то непонятное, с которым надо все начинать заново. Да? Это во-первых. Хотя, если бы я был на месте Путина, да, или если бы он был хоть немного поумнее, я бы на его месте, конечно, ввел бы войска в Минск, чтобы именно скинуть Лукашенко, обеспечить Беларуси там проведение свободных выборов или признать Тихановскую, посадить ту же самую Тихановскую, получить 100% там поддержки, 90% поддержки белорусов, и уже на этой волне там с Тихановской, которая вполне себе такая же поначалу вот стопроцентная розовая пони, которая хотела там что-то договариваться с Путиным, уже бы начал договариваться с ней о полном поглощении Беларуси, наверное, России. Да? Это если бы они умели в двухходовке. Но они не умеют. Один диктатор не может допустить, чтобы в соседней стране рухнул режим другого диктатора. Потому что это пример, потому что это показывает, что можно. Нельзя. И вот они будут делать все, чтобы этого не произошло. Будут драться до последнего, чтобы сохранить Лукашенко у власти, потеряв всю Беларусь. И, по-моему, этот процесс уже сейчас начинается. Да? Беларусь начала понимать, что из себя представляет Россия, что из себя представляют россияне. Да? Но удержав Лукашенко. У него просто нет другого варианта. А сами вот наблюдаете за эти 2 месяца, уже скоро 70 дней протестом будет в Беларуси, что что-то в системе изменяется. Я понимаю, вы на расстоянии, но тем не менее вы читаете, анализируете. Есть какие-то, на ваш взгляд, вот в том же поведении Лукашенко, который там ездил в СИЗО КГБ, встречался со своими оппонентами, это вот слабость или наоборот сила? Потому что нет единого мнения. Это, конечно же, слабость, это метание от того, что он не понимает, что делать, но на полном серьезе мы с вами обсуждать поездку Лукашенко в СИЗО, где там по беспределу сидят кандидаты в президенты, чтобы обсуждать Конституцию, мы с вами не можем, потому что мы журналисты, это вопрос психиатрии, да? Тут уже должны врачи говорить на эту тему. Я вижу изменения в другом, и, на мой взгляд, гораздо более важные изменения. Я вижу изменения в риторике. Потому что 2 месяца назад было «тварь, падла, не лезь, не учи нас жить», «сам все просрал, у нас особая ситуация, мы лучше тебя знаем, лучше тебя разберемся». И сейчас я вижу изменения в риторике, что да, мы начинаем понимать, что такое Россия, мы начинаем понимать, что такое Путин, мы начинаем понимать, что нам нужно двигаться действительно в сторону ЕС и свободы, и мы начинаем понимать, что это вопрос не только в Лукашенко, а вопрос в империи. То есть я вижу изменения риторики не власти, а белорусского общества. И это намного важнее. Это безусловно, понимаете, основное событие в Беларуси уже состоялось. Произошло рождение нации.
политическая нация белорусы осознали себя. Все, этот процесс необратим, он обратно уже не вернется. Вопрос только в том, сколько вот от этой точки времени путь займет до точки действительно уже свободы и суверенитета. 20, 30, 50 лет, там с 2-3 еще войнами с империей, или там с частичной оккупацией, или с потерей там половины страны, или там даже всей страны, да, либо это можно сделать короче, быстрее, с меньшим количеством крови и погибших. Вот для меня вопрос только в этом, конечно. Ну, белорусы в первую очередь интересует какое-то там мирное изменение. То есть, на ваш взгляд, не будет. Нельзя, мирным путем нельзя Лукашенко изменить. И Лукашенко нельзя изменить, во-первых. Во-вторых, опять же, давайте повторимся, изменение Лукашенко – это отрыв от России. Мирным путем от империи сейчас у вас оторваться пока не получится. Угу. А как, на ваш взгляд, вы оцените, сейчас Россия слишком сильная для того, чтобы удерживать Беларусь, или все-таки какие-то внутренние проблемы? Сейчас да. Нефть не рухнула так, как могла бы рухнуть. При цене выше 40 у них бюджет профицитный. Армию они худо-бедно реформировали, деньги там есть, селенки там есть. Самое главное, у них есть большой резерв, примерно миллионов так в 100 человек, которых можно поставить под ружье, надеть на них шинель и в качестве пушечного мяса отправить воевать куда хочешь. Хоть в Сирию, хоть в Ливию, хоть на Донбасс, хоть, не дай бог, в Минск, куда угодно. Россия сейчас действительно, она не так сильна, как была, конечно, лет 5-7 назад, но она все еще сильна. Это момент неподходящий, скажем прямо. Надо ждать ослабления, надо ждать в первую очередь экономического падения. Оно неизбежно. А как, на взгляд, общественное мнение в России, оно бы поддержало вот такую, гипотетически такой, скажем, захват Беларуси, введение войск каких-нибудь, или это вообще не имеет значения для Путина, для Кремля? Кто-то поддержал бы, потому что Беларусь, в принципе, для русских тоже является... Она не такая сакральная, как Крым. Вот Крым поддержали 96%. Я был в Москве, когда произошел Крым наш, я видел, как страна сошла с ума. Вот просто в полном смысле этого слова вся страна, 96% населения, они сошли с ума. С ними невозможно было разговаривать, у них просто шторка на глаза упала, и все. И там ты говоришь, как с обдолбанным наркоманом, да? Выражение, как у спаривающихся собак на морде. Счастье, слюни, упавшие шторки. Крым наш, агрессия, да? Сейчас, это Крым. Крым для России действительно всегда был сакрален. Беларусь тоже, конечно, наша. Беларусь мы никаким пиндосам не отдадим проклятым. Ни в какую Гейропу мы наших славян-братушек, конечно, не отдадим. И Беларусь тоже сакральна, но все-таки не так, как Крым. Да? То есть там какой-то Беларусь наш будет, но не 96%. Может, большинство, может, 50%, 55, 60, не знаю, может, 45%. Вот как-то так поделится. Но, конечно, все-таки не Крым. Но вы совершенно правильно сказали, Дмитрий, это не имеет никакого значения, потому что русский народ на данный момент не является субъектом. Он не является субъектом политики Российской Федерации. Все там зависит только от одного единственного человека. И какое он примет решение, если он захочет объявить мобилизацию всеобщую для того, чтобы пойти завоевывать Беларусь, и Алексей Навальный, и не знаю, кто там, и все русские либералы, кто сейчас вывешивает флаги Беларуси на аватарках, они встанут под ружье и со словами «мы, конечно, не согласны, но что от нас зависит», пойдут штурмовать Минск. Вот и все. Смотрите, вот есть такие 3 варианта, по крайней мере, я, которые вижу сейчас, они на поверхности. Это мирный протест, который белорусы продолжают. Они считают, что любая радикализация сразу повлечет такой же радикальный ответ власти и все сразу закатает под асфальт. Немирный протест, например, сжечь шины, как вчера было в Минске, и радикализация. Или 3-й вариант – это вот проводить конституционную реформу, которую Путин продвигает в Беларуси, и в СИЗО КГБ, и не в СИЗО КГБ. Вот который из этих вариантов он более эффективен для того, чтобы кризис в Беларуси был уже в прошлом, чтобы демократия восстановилась? Или все-таки есть какой-то новый, совершенно другой вариант? Смотря какая цель стоит, смотря какую цель белорусское общество ставит перед собой. Если белорусское общество цель номер ставит 1 – это собой... просто изменение Лукашенко. Ведь никто не говорит, что надо полностью там убрать соправительство, которое, в принципе, его люди. Если вопрос в изменении Лукашенко, то наиболее действенным будет 3-й вариант, безусловно, конституционные изменения, после чего произойдет еще более лучшее поглощение Беларуси, России и слияние 2 стран еще ближе в одну, после чего Александр Лукашенко Владимиру Путину станет просто не нужен,
как гауляйтер новой, скажем, там, Минской области или Белорусского федерального округа Российской Федерации, и он будет убран самим Путиным. Если, например, вот вы ставите задачу убрать Лукашенко, то это наиболее действенный, наиболее простой ход. Только в этом случае ни о каком суверенитете и независимости говорить вообще тогда не приходится. Это будет шаг в сторону империи, но уже без Лукашенко, с каким-нибудь новым гауляйтером, да, которого поставит Путин. Если вопрос идет о независимости и демократии и суверенитете, то первый вариант, потому что я бы сейчас уже... Вот я бы на данный момент действительно не стал бы уже радикализировать протест, потому что действительно это будет грозиться, ну, просто тупо вводом танков российских, да, в Беларусь. Я бы сейчас вот стал бы, конечно, тянуть время. Но не просто гуляя с шариками, а, безусловно, продолжая и стачки, и забастовки, и акции гражданского неповиновения, и неуплату налогов, например, тех же самых, да. То есть не насильственный мирный протест, но не просто гуляние с шариками, а все-таки какое-то более активное, более действенное сопротивление, которое, в общем-то, не даст поводов начать применять оружие, начать открывать стрельбу, но будет более действенным. Вот какое-то вот такое вот лавирование между струйками, и при этом надо понимать, что это будет игра в долгую. Это уже игра должна быть на годы идти. Ну, вы как раз подписываете некоторые свои посты, как кажется, Дед Ванга, да? Точно не баба или баба Ванга, Дед Ванга, да? Ну вот что вы вангуете? Вот то, что видите сейчас. Кстати, я напомню, не знаю, видели ли вы буквально пару часов назад Светлана Тихановская объявила такой народный ультиматум Лукашенко. До 26 октября он должен уйти с поста правителя Беларуси. И если он не уйдет, вот тогда как раз анонсируются блокады дорог, забастовки, стачки, ну, всеобщая национальная забастовка. Отлично, хороший план. Боюсь только, что делать это надо было 2 месяца назад. И время ушло, и авторитет Тихановской, даже не авторитет, а ее возможность влиять на белорусское общество сейчас сильно подорвана, а главное, власть укрепилась. Но неплохой план. Мне вот что-то такое мне нравится. Примерно что-то такое я и имею в виду. И если дозреет до этого, если люди до этого дозреют, то хорошо. Что касается вангования, сейчас я предсказать ничего не могу. Ну, настроен я, наверное, скорее пессимистично, но мне не хочется озвучивать это в эфире. И все-таки ситуация не закостенела окончательно, и она может развиться в любую сторону совершенно непредсказуемо, безусловно. Ну, а сколько еще империи осталось? Вы часто пишете про империю, но если вот она причина всех бед, о которых вы говорите и в Украине, и в Беларуси, и в других странах, что ее вот, может быть катализатором изменения самой этой империи? Падение цен на нефть только. Ровно все как в 91 году. Когда они в 89-м строили там, тянули трубу вдоль БАМа с надписью «Вашим санкциям труба, мистер Рейган», и через 2 года рухнуло просто все вдребезги, да, как нефть стала по 12 евро. Вот когда цены на нефть упадут, тогда и произойдет очередной крах империи. Уже 3-я серия. 1-я серия была в 1917-м, 2-я в 91-м, 3-я будет вот когда будет. Будет это все, как в 91-м, конечно, не будет. Будет, конечно, кровавее, жестче и больше будет, конечно, смертей, трупов и потрясений, и куски полетят от империи больше. Но все равно этот процесс неизбежен. Пока нефть не рухнула, ну, сейчас многие уже начинают отмечать, что недовольство Путиным растет даже во внешней политике, потому что все понимают, что он куда-то не туда пошел, что вот он, ну, что начинает голову человеку сдвигать. Но империя сильна, власть Путина пока сильна. Если надо будет перейти к постройству нового ГУЛАГа, они перейдут, построят и пересажают, сколько надо пересажать. Если надо будет начать новую войну, они начнут. Нефть, только нефть. Гэта было меркаванне украінскага журналіста Росії Аркадия Бабченко. Вы глядели канал «Свобода премиум», для вас працаваў Дмитрий Гурневич. Спасибо большое вам, Аркадий. Всего доброго вам. Спасибо, Дмитрий. Всего доброго. И удачи в Беларуси.